Аут. О новостях блогосферы на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день. В студии программы «Блог Аут» Евгения Куцуева, руководитель Всероссийской школы блогеров, и кинорежиссер, продюсер Михаил Калинин. Сегодня мы эфир проведем вдвоем, а гостям нашим будем тем ньюсмейкерам, которые создали наиболее цитируемые посты за прошлую неделю, мы будем звонить. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Уже пятую программу в нашем эфире тема Сибая. И если в прошлую неделю основным ньюсмейкером у нас был мэр Сибая, то в этой неделе эта тема вышла на федеральный уровень, и свое видео о смоге в Сибае записал Алексей Навальный. Да. Мы пришли к человеку, которого нельзя называть. Мы пришли к этому человеку, и мне хотелось бы отметить вот какой момент, поскольку мы разбираем то, как информация работает в социальных сетях, скорость распространения. То есть тогда, когда вышла на YouTube прямая линия Алексея Навального, и кроме прочих тем была тема смога в Сибае, и возникла здесь ситуация такая, что впервые в бездействии властей в этой ситуации экологической катастрофы был обвинен в рио главы республики и тот человек, которому, собственно, принадлежит этот карьер. Вот. И как распространялась эта информация? Видео вырезали из эфира и поместили везде. Сначала ВКонтакт, и вот за сутки было порядка 100 тысяч просмотров только за первые сутки. Если сравнить с предыдущей неделей, то можно провести некую аналогию, когда было обращение людей на имя Путина. Там за ночь видео набрало 66 тысяч просмотров на YouTube. Здесь, естественно, процесс пошел больше. Мы сейчас о факторах успеха видеоблога Навального, но в целом, вот если даже так подумать, то есть, с одной стороны, мы видим, что была постановка вопроса, 66 тысяч ведут за собой следующие 100, а с другой стороны, получается, впервые федеральный уровень, да. Потом упоминание в негативном контексте в рио главы республики. И плюс это чуть ли не первое такое официальное упоминание владельца предприятия, которого обвинили тоже в бездействии. То есть и вот это вот реперные точки там про 16 место в Форбсе и так далее, что в принципе и создало ту самую скандальность, потому что в принципе, когда вопрос в России «кто виноват?», он же первый, на самом деле. А мы все время про Сибай начинаем со второго вопроса, что делать. И вот кто виноват, оставалось где-то там в стороне, само. Хочу Навальный отметить, что очень много вопрос, постов пошло с хэштегом «Сибай, дыши», что «Контакт» стал тем флагманом, который... Понятно, потом это еще на YouTube. Как самая демократическая соцсеть. По сути, мы, конечно, Алексея Навального в студию пригласить сейчас не можем, поэтому мы решили поговорить, связаться по телефону с Лилией Чанышевой, координатором штаба Навального. И вот я попрошу сейчас нам вывести в прямой эфир Лилию. А пока мы дозваниваемся, Жень, вот скажи, как руководитель школы блогеров, создать такого же, назовем так его, персонажа, как Навальный, насколько трудно прокачать такого блогера, который бы занимался социальными вещами? Да, честно говоря, вот нам подсказывают, что уже Лилия в эфире. Да. Лилия, приветствуем вас. Здравствуйте, Лилия. Добрый день. Вот мы сейчас обсуждали о том, что сначала видео появилось в форме вырезанного фрагмента ВКонтакте, где, по сути, за сутки набрало 100 тысяч просмотров, и потом уже отдельно на канале Алексея Навального был выложен именно этот фрагмент. Как вы считаете, в чем прецедент именно этого случая, что тема так прозвучала на федеральном уровне? Потому что это действительно серьезная, чрезвычайная ситуация экологическая в Сибае, и она именно и такого масштаба, эта тема. И я не понимаю, вот почему власти ее замалчивают. И только вот благодаря давлению жителей Сибая, общественному резонансу и сходам, и обращениям публичным, вот эта проблема вышла на федеральный уровень. Лилия, скажите, и Алексей, естественно, я осветил. Да, спасибо большое. Лилия, скажите, вот Алексей в своем выступлении сказал, что эту тему не отпустит, что обещал всяческую юридическую и другую поддержку тем, кто будет выступать, доводить до конца, добиваться правды жизни, и чтобы решился вопрос вообще с ситуацией в Сибае. Вы какие-то уже получили поручения от Навального и какие-то уже направления в этом, какие-то действия совершили в этом направлении?
Мы поручения не получили, но мы сами вот выехали в Сибай вчера буквально. Сейчас находимся здесь. Как там, кстати, дела? Общаемся с местными жителями. Вчера было вот превышение на одной из улиц ПДК по диоксиду серы в 11 раз. Я вот не могла ходить без маски со специальными фильтрами от газа. Внутри города, как бы ближе к центру и подальше от карьера, дышать более-менее можно свободно. Но очень много районов, микрорайонов, которые находятся в непосредственной близости от карьера, там 150, 300, там 500 метров, где идет круглосуточное воздействие вредных веществ. И мы были вчера у жительницы одной из таких домов в гостях, и просто невозможно было, как бы даже вечером, когда более-менее уже там продуло, находиться, мы постоянно чувствовали этот запах. Лиль, а вот было сообщение о сходе граждан, назначенном на 2 марта, и вот я сегодня смотрела в новостях, что переносят, потому что запланировано на эту дату какое-то очередное городское мероприятие. Что-нибудь об этом знаете? Я это не так поняла. Я поняла, что власти не согласовали это мероприятие, и организаторы этого мероприятия не хотят выходить на несогласованный митинг, поэтому они, как я поняла, просто предлагают в качестве, скажем так, временного решения выйти на сход в этот день, а заявку на митинг подать на более позднюю дату уже по закону. Так, чтобы согласовали, да. Лиля, скажите, а вот ваши действия сейчас там на месте, чем вы занимаетесь, чем вы реально можете помочь сейчас жителям Сибая, что вы делаете? В первую очередь, это, конечно, рассказать правду. Правду всем жителям Башкирии, поскольку, к сожалению, эхо Москвы здесь не ловит, а БСТ выпускает пропагандистские ролики, по сути, исковеркивая информацию, да, действительно, но мы встречаемся здесь с местными жителями, разбираемся, как что здесь происходит, и мы обязательно расскажем об этом всем, как есть, в нашем ближайших роликах на канале Штаб. Готовите ли вы какие-то обращения к владельцам предприятия, к местной администрации, к администрации республики? Собираете ли подписи? Вот эта вот активная деятельность юридическая ведется? Мы уже подали обращение на имя в РИО главы республики и на имя главы администрации, а также Следственный комитет и прокуратуру с тем, чтобы они разобрались в действующей ситуации, совместно с владельцами УГМК обеспечили людям выплату компенсаций, ввели режим чрезвычайной экологической ситуации и, по сути, помогли жителям преодолеть эту техногенную катастрофу, которая сейчас здесь происходит. То есть мы такую работу ведем, и в случае, если у кого-то из жителей возникают вопросы по тому, как нужно правильно составить уведомление, мы также делимся юридической помощью по этим вопросам, чтобы у людей не возникало сложностей с подачей правильных уведомлений. Лиль, спасибо, что нашли время. Спасибо за то, что вы делаете. Мы следим за развитием событий в Facebook, Контакт, там везде, поэтому спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, серьезный такой подход, на самом деле. Серьезный подход. Это уже не просто кричащие люди, взявшиеся ниоткуда, которые просто тащат людей на улицу. Тут уже началась планомерная работа. Тут уже с заезжими политтехнологами не объяснишь ситуацию, да? Давайте поговорим еще об одной теме, которая была важной на этой неделе. А тема эта звучит так: 6 миллиардов на ремонт подъездов. Это очень хорошо, я подумал сразу же, как только об этом услышал. У меня очень плохой подъезд. Это очень хорошо. Вопрос в том, как эти деньги и между кем они будут распределены. Дело в том, что в понедельник было обычное оперативное совещание, на котором в РИО главы республики попросил ускорить решение этого вопроса. Тут я тоже поддерживаю. Очень правильное решение. Действительно, надо ускорить. Почему так медленно все делаем? Да, наверное, потому что очень много вопросов возникает с юридической точки зрения, но не каждому человеку удается в этих тонкостях разобраться. Но есть один эксперт в ЖКХ по совместительству, автор очень популярного в свое время ЖЖ, это глава семьи, у него был такой ник в ЖЖ. Вот. И Вадим Беляков — это тот человек, который во всем разобрался, все документы посмотрел,
все критические зоны, возможные при реализации этого проекта, озвучил. И вот я очень хочу, чтобы мы сейчас с ним пообщались в эфире, чтобы он рассказал, что в твоем случае отремонтируют только 20% тебе побелят. Я прочитал этот пост и очень надеялся, что это вот разные абсолютно события, этот пост и то, что будут ремонтировать квартиры. Мне стало плохо, мне стало страшно. Как же так? Неужели мы не доделаем то, чего просим? Но почему же? Можно, вот, например, я живу на 7-м этаже, вот 2-й, 3-й можно не ремонтировать, а наш вот, у меня розово-персиковые такие стены, теперь они могут быть только синими. Я живу на 5-м, получается, до меня вообще может не дойти. Может и не дойти. Но сейчас... может быть, начать с крыши, тогда было бы логично, мне бы наконец, чтобы она не протекала, а потом как бы вот 5-й, 6-й... А вот это вопрос, каким образом будут выбираться и по каким критериям подъезды, и поэтому мы сейчас попросим дозвониться до Вадима Белякова и узнать все-таки у него, в чем же основные сложности реализации. Интересные комментарии под этим постом, если вы не читали. Там, в принципе, создалась ситуация, когда, по сути, нужно... Вот сейчас спросим самого Вадима. Да, Вадим на связи. Вадим, приветствуем. Здравствуйте, Вадим. Да, привет. Вадим, во-первых, благодарю тебя за то, что ты разобрался в этой теме. Я, когда вижу платежку за капремонт, я вообще не понимаю, за что я плачу. А ты доходчиво объяснил вообще всю эту историю, но что за 20%? Это даже побелят не у всех? Жень, подожди, про капремонт вообще нету речи, и там платежка, она не совсем связана. А по поводу подъездов, то ту программу, которую сейчас утвердили, регламент, как это будут проводить, они действительно... по крайней мере, по регламенту планируется, что штукатурка, там, окраска, какие-то частичные работы будут выполняться в пределах 20%. Хотя вот на этой неделе руководитель капремонта, регоператора, он сказал, что все-таки они увеличили сумму до 30%. Но все равно у меня возникают сомнения, не совсем понятно. Вадим, что это означает, вот эти проценты? То есть неужели только 3 этажа до 5-го не доберутся? Не совсем так, я думаю, будут считать. То есть я думаю, просто будут считать именно от площади, всех стен в подъезде. Условно, в подъезде 5 этажей, площадь стен, там, 1000 квадратных метров. Так. И вот, наверное, предполагают, что проштукатурят только 30% этих квадратных метров. А остальное? А остальное, я не знаю, что будут делать. Но просто я говорю, мы понимаем, что если сейчас ремонтируют подъезды, там, страшные убитые, в которых там 20-30 лет не делался ремонт, то я не знаю, что там планируется с этими 70% делать. Вадим, поправьте, если я не прав. Я когда читал ваш вот этот комментарий, я понял так, что вот на 30% за счет республики отремонтируют, а остальное возьмут жителей вот как раз из этой статьи, возможно... Нет, так не получится. Жители планируют брать те суммы дополнительно сверху, за работы, которые не предусмотрены вот этой программой. А как определяется перечень предусмотренных работ? Откуда там взялись синие стены и вот эти козырьки, бетонные или не бетонные каркасы? Их установил вот эта программа, кто ее разрабатывал. То есть они решили, что необходимо делать вот там 8-9 видов работ. Все, что сверху, это, соответственно, уже за дополнительную плату от жителей. А спрошу-ка я так, кто реально заплатит за эту программу? То есть коснется ли это тех, нас коснется ли это? Если жители, условно, в этом году у нас ремонтируется там 1600 домов или там 1600 подъездов в Уфе, домов 500. То есть если они скажем, проголосовали все, так как я протоколы все не видел, только за те работы, которые включены в перечень, и ничего сверху не выбирали, то жители платить не будут, за это будет платить только бюджет. То есть мы реально рискуем увидеть подъезды не до конца докрашенные, козырьки не до конца построенные, окна не до конца замененные. Такая история нас ожидает? Насчет окон и козырьков, я думаю, вы преувеличиваете, и я так все-таки думаю, что и подъезды все в итоге будут покрашены нормально. Все 1600. Мне хотелось бы видеть это, да? Но пока по документам вот именно процентовка этой, к сожалению, видимо, так выглядит. А что, на твой взгляд, нужно было бы сделать? Потому что лично я обратила внимание на сроки. Здесь сроки ставятся апреля, ты говоришь, что это нереально до июля-августа. Опять-таки, было обещано там на этой неделе, что они как-то совместят два конкурса и проведут заранее совместно аукцион и на разработку сметной документации по этим ремонтам, и на торги, получается. Я не знаю, возможно ли это с точки зрения вообще бизнес-процессов, но... Законодательство, я бы сказала.
предполагаю, что все-таки придется там рекоператору или кому-то еще подсуетиться, потому что раз программа на контроле угловые, то им надо будет изыскивать любые возможности, чтобы сделать ее в те сроки, которые им обозначены. Вадим, подскажите, вот что должны делать жильцы, да, если капремонт, который начинает, ну, вернее, не капремонт, извините за формулировку, если начинается вот данная программа, а жильцов не устраивает цвет стен, и вообще у них, может быть, в подъезде было все хорошо, и они хотят остановить это как бы начавшийся заново ремонт. Как поступать, какой порядок действий? Ну, давайте с конца начнем. Я не думаю, что те дома, которые сейчас ремонтируют, у них все хорошо, они кого-то будут останавливать. Если же в процессе производства работ возникают какие-то сложности, я думаю, им необходимо там контактировать именно с исполнителем, ну, в данном случае с рекоператором по капремонту, и указывать, да, потому что не ждать, когда работа закончится, и все будут отказываться подписывать акты выполненных работ. Вот. Получится ли рекоператору выстроить систему, чтобы оперативно реагировать, да, на эти ситуации и сообщения, вот я не знаю, к сожалению. Но хотелось бы, то есть если нет, то придем на помощь мы, там, другие общественные организации. Вадим, я правильно понял, физически я подхожу к этой тетеньке, которая штукатурит стену, и спрашиваю, кто у вас главный, беру сотовый и звоню ему, так мы действуем? Ну, я думаю, на сайте рекоператора все это будет. Мы у себя, соответственно, тоже эту информацию на сети МИ, да? Выложим. Вот, да. Вряд ли имеет смысл подходить к тете, которая там маляр, штукатур и прочее, и вряд ли все жители понимают технологию, как это должно делаться. То есть, ну, выбрали они отдельного, да, там своего старшего по дому, да, или какого-то другого специалиста, который будет принимать эти работы. Ну вот лучше пусть он ходит, и жители к нему лучше вопросы задают. А какие критерии? Вот, допустим... Подожди, Жень. Чем каждый будет со своей колокольни, да, говорить, здесь правильно, здесь неправильно, но это будет вообще бардак. Понял. Вадим, смотри, вот к нам ни разу не приходили ни старших по дому, ни собраний, ничего. У нас, конечно, там не убитый подъезд, у нас был ремонт, мы свои деньги на плитку, допустим, складывались с соседями, прям вот у нас вот так вот было, прям реально складывались. Как понять, вошел ли мой подъезд, и критерии, почему он вдруг не вошел? Как понять, что он недостаточно плох для того, чтобы войти в эту программу? Ну, об этом, собственно, я тоже писал, да, то есть, во-первых, критериев отнесения домов вот к тем, которые необходимо ремонтировать, и в какой срок, да, они будут, их до сих пор нет. Их не было с самого начала, но если они где-то есть, я предполагаю, но в открытом доступе их не удалось почитать, чтобы понять, почему это делалось. Вот. Почему выбрали именно эти дома, ну, пока тоже, да, не ясно. Далее, по крайней мере, по Уфе мэрия заявила, что у них готов список на ближайшие вот эти 6 лет действия программы, порядка там 3000 там домов оставшихся. Вот. И после того, как они там пройдут какие-то свои там согласования, не знаю какие, то есть они вот обещали опубликовать. Когда это будет, я тоже не могу сказать. Поэтому, да, это одни из основных сложных вопросов, действительно, потому что люди задают, почему не мы, хотя у нас там тоже 30 лет не было, да, и на основании чего, да, то есть что должно случиться, чтобы мы там как-то это попали. То есть мы ждем ответа на вопрос, почему не мы, и те критерии, которые станут основанием для включения в программу ремонта. Да. Спасибо большое за комментарий, хорошего дня. До свидания. Пока. Ну, получается, с дополнительными ответами мы идем на сети МИ. Ну, молодцы, во-первых, потому что действительно стали разбираться в теме, потому что, ну, вот Вадим этим занимается, вот сколько мы знакомы, столько он и занимается, там, 10 Хороший лет. проект, действительно, да. Который объясняет жителям, как все устроено. Другое дело, что вот так вот просто взять и разобраться, выйдя в подъезд, я сегодня попыталась прикинуть, сколько это 20%, поняла, что, ну, как раз у нас 20% чисто это и есть, а вот 80% это не очень. Ну, давайте поговорим о теме, которая не оставляет равнодушным уже несколько лет ни одного уфимца, это, конечно же, снег. И рассмотреть эту тему мне хотелось бы вот с такого аспекта. Пока сейчас вот ехала на эфир, мне попалось 2 КАМАЗа вот по пути следования, которые вывозили снег. Вот прям вот работают в центре. И прямо здесь перед подъездом чистят. Да, и прямо здесь перед подъездом чистят. По пути следования вся техника работает. Это есть хорошо. Еще вчера я был недоволен, что у нас во дворе не почищено, а сегодня у меня нет такого недовольства. Все почищено. Очень, вот здесь очень хорошо. И хочется поблагодарить тех людей, которые действительно это обеспечивают. Вот, город вздохнул, реально стало как бы ощущаться, что что-то происходит, что слова не расходятся с делом, прям реально начинаешь чувствовать себя горожанином, к которому прислушиваются. Здесь, я думаю, люди попросят, ставить ли хэштег иронию на твои слова или нет. Но вопрос вот в чем. Уфимцы действительно разделились по вопросу снега на таких 2 лагеря. Одни
в основном те, которые живут в центре, говорят, что все убирают и все хорошо, мы нормально ходим, это лучше, чем при Елалове. Да, Вот. да. А Я поддерживаю полностью. другие люди говорят, что ну вы что, а вы вот это не видите, а колея, а то, что убрали и не вывезли, что это не положено даже по нормам. Но я хотела бы посмотреть на другой аспект и пост автора проекта «Уникарт» Гульнары Нафиковой, который показал другую сторону этой проблемы. То есть вот мы, понимаем, да, зима, снег, все естественно, но мы чуть дольше идем или чуть дольше едем. Перепрыгиваем, Да, залазим конечно. на эти барханы, Дальше кто спускаемся. фотографируется. В общем, но есть люди, у которых есть некие там ограничения по здоровью, для которых непочищенный тротуар или невывезенный снег с парковки является существенным препятствием вообще к жизни. Вот, и поэтому я хочу поговорить с Гульнарой, и ее пост, который вызвал такое количество комментариев и репостов, пообщаться с ней. Гульнара, приветствую. Здравствуйте, Гульнара. Да. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, что про добро и как удалось так застрять? Про и где? День добра, да, в Уфе. Доброты. Добро и зло, да. Добро на самом деле торжествует, слава богу. Дело в том, что вроде бы я вот как раз на проспекте застряла, на улице проспекта. На Октября, проспекте? На проспекте. Ну, то есть А в каком сама месте? улица... Давайте прям назовем в эфире, чтобы жители, Кто сейчас слушатели могли находится, проверить. слушает нас. Да, и мы сразу Не, просим слушателей не ответить, почистили или нет там в итоге. Что это где, какой магазин там рядом? Это возле остановки «Спортивная», магазин аптека, госаптека и салон башкирских сувениров. То есть Отлично. проспект Такое Октября, знаковое для 60. Уфы место, куда едут все, в том числе Да, туристы. это госаптека. Мгм. Вот, Госаптека? когда я- Понял. когда я подъехала вот именно к этому проулочку, там параллельно, да, она идет к проспекту, Мгм. она была вот прям каша, то есть колея, и мне дворник говорит, я проехала, и, конечно же, села прям до такой степени, то есть меня только могли вытащить не толкая, а на тросе. Дворник говорит, вы зачем вообще сюда вы приехали? Вот вы видите, что здесь творится? Да, Я говорю, Гульнара, «Мне почему вы надо не остановились сюда». просто на улице, вот как все Да, с на номерами проспекте 777? прям. Да, на проспекте. Бросайте Да. себе свой джип, выходите и пешком идите. Почему вы так не сделали? Ну, если бы был джип, конечно, было бы легче вылезти из этой колеи. Но мне надо было как раз где госаптека и вот салон на Да, давайте, чтобы наши слушатели понимали, в чем причина, да, что есть некие сложности в передвижении, и нет Да. такой, то есть возможности физически дойти. Вот физически дойти как раз до социально важных объектов вот на данный момент нереально. То есть поликлиники, больницы. Гульнар, вы извините, я все-таки Да. должен задать вопрос. Как вы передвигаетесь по городу? Вы все-таки введите слушателей наших в курс дела. курс дела, да, потому что ведь это серьезный момент, на самом деле. Мы об Я этом постоянно передвигаюсь замалчиваем. на костылях. Мгм. Езжу на водитель с большим стажем вождения. Соответственно, вы не можете оставить машину за квартал и спокойненько пешочком по каше Нет, дойти до вот- госаптеки. Это нереально просто. Просто Вот, нереально. как раз в этом и момент, что для меня важна парковка. Мгм. Для меня важны подъездные пути к любым объектам. Это и кафе, и больницы, и поликлиники, и культурные заведения, да, то есть они все должны быть вот с подъездными путями. Это нужно очень многим. И не говорю только про людей с инвалидностью, это же и мамы с детишками, да, Мгм. и пенсионеры. Те же самые такси подъезжают к этим социальным объектам. То есть это очень важно. Так в итоге вас вытащили, и потом кто-то застрял еще. Ну да, я так отшлифовала эту колею, что после меня, я когда вышла уже, совершив все дела нужные, я смотрю, что уже там стояла и шлифовала уже другая машина эту же колею. Гульнар, скажите, вот ваши Поэтому- действия были бы какие, если бы вы не смогли выбраться?
Я даже не знаю. Я, если честно, прям хотела писать в Facebook и кричать «СОС». Спасибо что большое. Меня вытащить некому. Очень Спасибо. хорошо, что все-таки добро побеждает зло и помогли все вытащить. И я думаю, что сейчас это все уже почищено. Пожелаем нашим коммунальным службам скорейшего разрешения, ну и нам хорошей погоды. Все-таки уже совсем скоро весна. А на следующей неделе в 14:35 также в эфире «Эхо Москвы» программа «Блок-аут». И давайте продолжим наш диалог в комментариях за эфиром. Спасибо. Спасибо большое. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».